Третьи открытые республиканские соревнования по спасательному многоборью на воде прошли на базе Сыктывкарского бассейна «Орбита». На старт вышли 9 команд. 7 из них представляли пожарные и спасательные подразделения республики. Наравне с профессионалами за победу боролись команды спортшколы «Орбита» и Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа. О самых интересных моментах Анастасия Тюрнина. Приподнятый дух и желание победить. Такой позитивный настрой у участников соревнований. Борьба честная и яркая. Территорию бассейна разделили на зоны, и команды по очереди принялись выполнять непростые задания. Очень знаково, что эти соревнования в память нашего друга, спасателя с большой буквы, Черныха Михаила. Это действительно спасатель, который любил свою работу, который переживал за каждое несчастье, за каждую беду человеческую, за каждую спасенную жизнь. Всего 8 этапов. Это проныривание на дальность, подача спасательного круга и спасательного конца Александрова, а еще оказание первой помощи пострадавшему на воде. Транспортировка пострадавшего на 100 метров в ластах. Эстафета 4 человека по 100 метров и спасение пострадавшего с глубины. И его дальнейшая транспортировка. В этой роли водолаз. Элемент, я считаю, самый сложный – это спасение пострадавшего с глубины. Очень затратный, сил потратили максимально много. Даже несмотря, что он был первым этапом. Сейчас они поменяли слегка этап. Раньше был, так скажем, Яшка, манекен, сейчас живой человек. Условия для соревнований созданы идеальные. Закрытая вода, бассейн. Но испытания непростые, говорят участники. Здесь они отрабатывают то, что порой в жизни и не приходится или случается редко. Но навыки быть должны. На воде в основном мы спасаем рыбаков, которые перевернулись с лодки. И в основном они почти все в спасательных жилетах. Так что нам остается только выйти группой на лодке, ну и найти пострадавшего, вытащив из воды, помочь ему добраться до берега, оказать помощь, вызвать скорую помощь, ну и следить за его состоянием до прибытия скорой. А вот самый зрелищный этап – выход лодки с выполнением оверкиля. Пройти его могут только опытные спасатели. Оверкиль переводится как переворот, то есть команде необходимо оплыть 2 буя, заплыть в определенный квадрат и в этом квадрате сделать переворот, показав киль у лодки, и перевернуться обратно. И сесть с лодки, после этого продолжить движение к старту. Все команды в итоге показывают высокий уровень подготовки. По итогам соревнований первое место занимает команда 1-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Коми. Впрочем, призовые места на таких соревнованиях – вещь хоть и очень приятная, но, пожалуй, не самое главное. Важно, что спасатели еще раз на практике закрепили навыки спасения людей на воде. И это особо актуально в преддверии паводкового периода и следующего за ним летнего купального сезона. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.